Меня зовут Руслан. Мой дедушка Сафар Михайлович Туаев приехал в Баку по приглашению Муртузы Мухтарова в начале 20 века. Этот край стал для него второй родиной. Здесь у него родились 3 сыновей, которые прожили здесь всю жизнь. От них родились мы. Для наших родителей этот край был уже первой родиной, для меня тем более. И мы всегда чувствовали здесь себя дома. Мы считаем себя неотделимой частью этого региона, этой страны, этого города. Но мы всегда помним нашу маленькую родину Осетию. Все осетинское всегда оставалось для нас очень родным, очень близким. Нарские сказания, на которых мы были воспитаны, осетинские обычаи, танцы, культура, пироги. Все это для нас свято. Сейчас мы едем за тетей Гюли. Тетя Гюли нам приготовила плов. По непроверенным данным, 2500 человек проживает в Азербайджане осетинского происхождения, у которого оба или же один из родителей осетины. У меня столько сестер и братьев. Помню, когда спрашивали, а это какой мне брат? Слышали, что это мой брат, например, это моя сестра. И мы как дети пытались искать троюродные, четверюродные, семиюродные, какой. Потому что знали, что все друг друга были братья и сестры. И, видимо, они сами не могли ответить на этот вопрос, старшие. Поэтому говорили нам, что нету такого у осетин. Двоюродные, троюродные, четверюродные. Есть брат, есть сестра, все. Это историческое, можно сказать, место в исторической части Баку. Вот буквально на этих плитках сначала шлепнулся Никулин, после чего ему наложили вот тут гипс в этой аптеке. Ну а следом за ним уже осторожно, и Андрей Миронов. Это, конечно, не единственный фильм советский, который снимали в Баку, потому что натура, да, она вот это все, что касалось за границей, Восточной, Стамбула, Турции и так далее, это всегда снималось в Азербайджане. Даже фильмы про Латинскую Америку, советский вестерн.
Мое первое осознание, почувствовал свое осетинское начало. Потом уже понимание, что я все-таки азербайджанка, оно ко мне позже пришло, в более зрелом возрасте. Почему? Потому что с рождения меня воспитывали мои 7 осетинских бабушек. Двоюродные сестры, троюродные сестры моей бабушки. И я росла вот так в их домах. Моя мама сестра троюродная, Эльмис Хостова. Я ее называла мамой. Вот всю свою жизнь я называла мамой Эли. Потому что когда я родилась, она сказала, вот у меня 2 сына, и если у Зары, то есть у моей матери, будет сын, у меня будет племянник. А если будет девочка, то у меня будет дочка. Мой дедушка Чермен Дулаев, они как бы давно уехали из Осетии. Это было еще, по-моему, при царском режиме. Конечно, экономический фактор. Почему? Потому что нефть. В советский период 90% всего СССР нефть давал Азербайджан. И даже не весь Азербайджан, а конкретно Баку. Тогда еще не морской Баку, а нефть, которая сама выходила на поверхность на суше. То есть вот там, где мы сидим, вот и дальше туда, там Балаханы и так далее, это были нефтепромысла. Ну, конечно, когда вот такой Калантай, естественно, сюда съезжались, в том числе и из Осетии. Здесь был, собственно, он и сейчас есть, прекрасный университет. Тогда это был Азинефтехимии, индустриальный университет, который готовил инженеров, специалистов по нефтепереработке. На этой базе, здесь в советское уже время, была создана Академия наук. Она была сильнейшая, у нее было направление – это нефтехимия. Несколько институтов работали в этом направлении. Осетины вот той волны, это было очень яркое поколение. Очень активные люди, блестящего ума, занимали здесь очень высокие должности, действительно вносили колоссальный вклад в развитие науки, промышленности, производства. И во всех этих областях бакинские, азербайджанские осетины, они свое слово сказали и, в общем, замечательно сказали. Это парень кто такой? Белый, который. Ну, помогает тебе. Кто он? Он у меня ученик был, Так. футболист был. Сейчас хочет стать тренером. Сказал, что как стажер ходит. А у него нету образования, это физкультурное нету? Он сейчас учится J-категория, УЕФА J-категория. Это меня не интересует. Ну ладно, Спасибо. Спасибо. давай, иди занимайся. Моя школа существует уже порядка 38 лет. Я ее создал в 1984 году. В этой школе работали все знаменитые и хорошие тренеры, которые были в Азербайджане. У нас за весь период порядка 20 человек выступали за различные сборные команды Советского Союза. В нашей школе обучаются 1200 детей. Мы участвуем во всех республиканских соревнованиях, которые у нас есть. 16 команд у нас участвуют в первенстве республики, 12 команд участвуют в первенстве города Баку. Наши воспитанники очень хорошие футболисты, очень хорошие дети, прекраснейшие дети, участвуют во всех турнирах.
Но самое главное, я хочу вам сказать, мы воспитываем не только футболистов, но мы еще воспитываем защитников Родины. Вот это самое главное. Значит, почему я это обращаю внимание на это? Потому что у нас порядка 20 и больше, не хочу даже цифры большие называть, которые участвовали в последней войне и проявили себя с самой прекрасной стороны. У нас есть воспитанники, которые имеют звание Героя Азербайджана. То, что он в коллективе с ребятами, товарищами, больше ничего не надо. Это жизнь, потому что если ребенок не воспитывается в таких условиях, когда товарищи, друзья, школа – это одно, а спорт, футбол особенно – это совсем другое. Это прислала УЕФА. 11 футболистов, лучших футболистов за всю историю Азербайджана. Лучшая сборная всех времен. И здесь как раз находится Крамаренко, здесь Брухти, Яшар Бабаев, Сулейманов ваш, который у вас играл, значит, Назим, Пономарев, Банишевский, Алик Мамедов, Юрий Кузнецов и Казбек Туаев. Туаевская фамилия очень большая фамилия. В 30-е годы, когда астинов очень много было в Азербайджане, знали их всех, всегда на хороших должностях работали. Туаевская фамилия всегда звучала очень и очень хорошо, очень крепко. Родители у меня были очень хорошими, порядочными людьми. Они раскулаченные были. И они попали не в Баку, а в район Баку, в Джульфу. И в Джульфе они увиделись, он там парторганизацией работал, а она ученица в школе. И вот они встретились, и 5 мы появились. У нас дом стоял, и море было у нас от меня 50 метров. Мама говорит, иди умывайся. Какой умывайся? Встал в море, скупался, пришел. Напротив нашего берега остров был, 3 километра. Я плавал туда, 3 километра, отдыхал и обратно. Вот здесь слева Гейдар Алиевич, наш президент, который вручает мне орден славы. Орден Шохрат. Это 2-й по значимости орден в Азербайджане. Я сколько себя помню, я всегда себя помню в футболе. Почему? Потому что у меня отец начинал играть в футбол. Отец играл, потом старший брат играл, а потом уже стал я играть. У нас в детстве своя команда была, 4 человека нас было, и мы всех в валютах рвали на части, без всякого, великолепно играли. Потому что я не мог без футбола. А потом стал играть вначале за «Локомотив» бакинский, а потом пошел играть в «Нальчик». Команда у нас была великолепная, классная команда, такие бойцы ребята все были, играли хорошо. Я попал первый раз в Осетию, знаете, когда? Это был 59-й год, мне было 19 лет. Я играл за «Нальчик», и приехал папа и старший брат. Поехали в Осетию. В общем, приехали там тетя одна, вторая. Ой, мама родная, столько этих астин набежал. Не знаешь, куда смотреть, куда не говоришь, одни Туаев. Я говорю, что такое? Да, такое я не видел еще. Потом на следующий год приехал туда играть товарищескую игру за «Нальчик». И против Владикавказа играл. Теперь они узнали, там объявление Казбек, пришли бить меня за то, что ты что за астин, ты играешь за Кабарду. Я, например, о астинском футболе очень высокого, хорошего мнения. Пристально не слежу, но всегда в курсе событий. И хочу, чтобы вышли в высшую лигу. Я знаю, что прекраснейшие футболисты были. Назим Сулейманов, Саня Яновский, вратарь. Яшин был моим другом. Когда первый раз меня взяли в 1963 году в сборную СССР, у нас была поездка Марокко, Бельгия, Голландия. Ну, поехали, значит, играли там, все. Как-то в магазин я зашел. Ну, я первый раз в кап-страну поехал. Со странах был, а кап не был. И вот прохожу в магазин, ну, и деньги не хватает. Иду к Лев Ивановичу, Казбек, надо доплатить. Я говорю, мне неудобно. Ну, что вы, Лев Иванович, так нельзя. Нет, Казбек, я тебя знаю. Вот возьми.
Вот он такой был, глубоко порядочный человек. А то, что я ему забил, ну что делаю? Бывает так. Хочу я этого ли или не хочу, а эта природа сама сделала так, чтобы я нападал. Хасан Абдулаев 1113. У вас какой номер дома? У нас 23-25. 23-25. Так, понятно. Сейчас я подъеду, в общем, и подойду к вам. Вот здесь мы жили, кстати. Да, да. Да? Сергей, помните? Да. То есть Фариза, Хаджа, Сафарбек. Дедушку твоего помню, он в институте паразитологии работал. Хадиджи такая была красивая, бесподобно красивая женщина. Хадиза попросила Сафарбека, его дедушку, что ребенка назовем Амирхан, отца, да. Она хотела назвать в честь своего любимого дяди. И он пообещал ей, пошел оформлять метрику, свидетельство о рождении, и ЗАГС был закрыт на перерыв. А он был с товарищем, и они там зашли куда-то, может быть, перекусили, выпили и купили билет, пока не ждали, посмотреть кино. Тогда в прокате шел фильм «Абрек Заур». И после этого фильма, находясь под впечатлением, дедушка решил, что назовет сына Абреком Зауром. Ну, так нельзя было называть детей, да, поэтому Заурбек. Но метрики он не спешил показать дома. И только когда уже ребенок пошел в школу, и нужно было там предъявить документы, Хадизе стало дурно, когда она увидела, что ее сына, которого уже все в доме называли Амирчиком, оказывается, зовут Заурбек. Вот такая вот история. Ассаламу алейкум. Вы разрешите ваш магазинчик снять для осетинского телевидения? Вот он, последний император всей Руси, Никола. Я учился в 6-й школе, знаменитая школа, где учился президент нашей республики и очень многие другие высокопоставленные должностные лица. А крепость была рядом. А тут же, чуть ниже, жил мой брат Эльмар. И мы здесь ходили, гуляли, залезали и на Девичью башню и так далее, по всем подвалам. Тогда, конечно, таких магазинчиков не было. Но некоторые артефакты иногда находились. В глубоком детстве, когда я научился говорить и что-либо соображать, читать там какие-то книжки, что-то в этом роде, это было достаточно рано.
Со слов родителей я начал читать в 4-летнем возрасте. Мне дали книжку, значит, Бородино. Хорошее издание было с большим количеством картинок на батальные темы. Увидев черкеску на одном из казаков и посмотрев на фотографию своего прадеда, сказал: осетин, Ирон-то? Все рассмеялись, все так далее. И вот, наверное, с тех пор я понял, что я являюсь осетином. С детства по 9 класс я приезжал в Осетию. Помню, что ближе к концу школы, к каникулам, начинал уже ныть. Куда ты хочешь? На море или в Осетию? Говорю, в Осетию хочу. Так вот и из-за осетинских гор я толком и плавать не научился, наверное. Салам! Уже Бура gelmişsin, а? Салам, салам. Вот я как раз вас вел к нему. Вот здесь магазин, который занимается продажей всех спектров, как от сувениров, так на самом деле серьезных вещей и работ. Как дела, дорогой? Показывай, что у тебя нового есть. Вот этот кинжал с золотой насечкой. Ух ты. Это техника азербайджанская. Сечка золота в сталь. Кинжал был боевой, но статусный. Представляешь, сколько он повидал. Какой кавказец не любит те или иные формы оружия? Ну, а осетин тем более. Вот типичное азербайджанское оружие. Тарбазин, да, односторонний. А вот наш Кавказ, вот детали женских поясов из серебра. Из Северной Осетии. Вот это и есть настоящий бутик, не то что все остальное. Где-то в районе 6 лет состоялся разговор с дедушкой, который как-то вечером мне все и рассказал. Как, зачем, каким образом мы здесь оказались. И как наш прадед сюда приехал. Он занимался бизнесом с Туркменией. Там была торговля, значит, каракулем и каракульчой. И прадедушкин, значит, бизнес заключался в том, чтобы одевать Семеновский полк. И дедушке было около 15 с чем-то лет. Вот, старший Александр был офицер серьезного полка, штабс-капитан и так далее, все прочее. Вот, дедушка тогда был маленький. Потом дедушка поехал учиться, выбрал медицину и поехал сюда уже врачом вместе с великим Скрябиным. Вот. Скрябин это был известнейший паразитолог. И дедушка приехал, выбрал вот специальность паразитология, микробиология. Впоследствии дедушка стал довольно-таки известным врачом в этой области. Он был старшим научным сотрудником Института тропической медицины. Но я выбрал не паразитологию. Приветствую. О, привет, привет, дорогой. Как дела? Нормально. Салам алейкум. Здравствуйте. Салам алейкум. Замла доктор, вот она обратилась к нам по поводу эндометриоза и фиброматоза матки, явление кровотечения. Ух ты. Сегодня она была оперирована, экстирпация матки, ей 55 лет. Оперировалась совершенно стабильно. Necəsiz? Все хорошо. Tamam, necəsiz? Dilvi göstərin canım olsun. Dilvi göstərin. Dilvi. Çok sağ ol. Bəs. Всё. Моей бабушке родная сестра Туганова Фариза Аслановна. Она стала гинекологом здесь. Из чуть ли не 60 лет трудового стажа, как минимум 2/3 она была заведующей отделением. Она вытащила на этот свет невероятное количество детей. Причем очень многие, которые по всем законам акушерства и гинекологии могли не родиться. А какая твоя тетя была? Бабушкина сестра Туганова Фариза. Ой, это была врач от Бога. В детстве она была левша, и дядя пытался ее научить работать правой рукой. Она писать умела двумя руками, была универсалом в своем деле.
А как ее побаивались, как она шла, все говорят, Туганова, Туганова. Все по стеночке стояли. Она иногда по 3 дня оставалась в роддоме. И вообще все высокопоставленные только ей доверялись. Там была Шамама Хану, двоюродная сестра Гейдара Алиева. И вот через нее все протекцию составляла и только признавали Туганову. В любое время дня и ночи выдергивали из дома, звонили. И когда были тяжелые там операции или что-то, потом приходили, хотели там отблагодарить. Ну, она могла в лучшем случае конфеты шоколадные принять. Никогда не любила, чтобы ценные подарки делали. И как-то помню историю, когда домой пришли с цветами, с конфетами. И под конфеты положили конверт с деньгами. Фариза Асламовна бежала за ними на улице, догнала, отчитала их, отругала и заставила забрать деньги. Сказала, что такие вещи больше не делали. Вот такая у нас была тетушка. Я, глядя на тетю, тоже решил стать гинекологом, потому что, совсем будучи маленьким, нашел случайно у тетки диафильм «Роды в тазовом предлежании». Поставил эту пленку, тогда уже разбирался. Начал крутить и смотрю, значит, совсем не по своему возрасту ряд картинок. Одна меня особо заинтересовала, как это такое может быть. И вот за этим занятием меня заставили родители, которые были в кино там или где-то в гостях. Дедушка там или с бабушкой не углядели. Меня поставили в угол, вот так, как ты можешь смотреть такие вещи, ах ты хулиган там и так далее, все прочее. Ну, такая комедийная история. Я понял, что я должен пойти в медицину и стать врачом хирургического профиля. Собственно, так оно и произошло. Замла, мы когда-нибудь в Владикавказ поедем или нет? Обязательно. Обязательно поедем. Обязательно поедем. Да, мы должны поехать туда. Мютле? Иншаллах. По-азербайджански крепкий чай называется мехмери. Вот это крепкий чай. Букет Азербайджана. Посмотри, это из Осетии сейчас привезли, ребята. Это фамильная тамга. Да. Дед по маме Бекузаров был очень деловой человек. Они жили в Нокао, их трижды раскулачивали. У него все было, и завод был кожевенный там, и паровая мельница. Он это все отдал безо всякого. Он все равно, что у него отнимали, он такой работяга был. Он все время снова зарабатывал. И вот в конце концов с маленькими детьми еще выгнали оттуда, понимаете? Он уехал сюда, в Азербайджан, жил в Зардобе. Он там первый научил местных крестьян, азербайджанцев, дренажи делать. Он первый там насадил фруктовый сад. Женщины пили араку в Владикавказе? Мне мама рассказывала, что дали двойную араку. Двойная это была мужская, а одинарная это слабенькая женщина. Я знаю, что моя бабушка пила чачу. Утром они понемножечку чачу пили.
Для здоровья. Отец мой прожил большую жизнь. Он родился в 1897 и скончался в 1993. В Баку он попал впервые после революции и поступил в тогдашний институт, который сейчас называется АЗИ. Он очень хорошо учился, поскольку закончил артиллерийское училище в Петрограде во время Первой мировой войны. Но в это время как раз произошла революция Октябрьская. Потом он попал в Омск. В то время уже было трудно в классовом смысле. Это не трудовой класс был по происхождению. А его все время продавали, что он чуть ли не князь какой-то. Какой князь, слушай? Тагаузские алдары, они не такие были богатые, чтобы уже говорить там. В Омске он работал главным инженером ТЭЦ. В 1937-м его, слава богу, уволили. Выдвиженец был директор. Он сказал: слушай, увольняйся, пока не поздно. Приезжал Хрущев, и он так зловеще заклинал прямо все время. Говорил, что бдительность, бдительность, выискивать врагов. Отец потом, в 63 года, поехал в Баку. А я в это время закончил институт и уехал на север, в Заполярье. В 66 году я окончательно уже приехал в Баку. У меня зрение совсем упало. Решил остаться у родителей. В это время мне как раз хормейстер оперного театра пригласила в хор. Я в хоре проработал 40 лет, представляете? Совершенно уже не видя нот, ничего. Ну, там все равно надо было на память учить. Вот такая у нас судьба получилась. Мы находимся в родном селе Муртаза Мухтарова, Амираджан. Это пригород Баку, на машине где-то 15 минут езды. Село очень известно, село старое. Люди здесь очень хорошие, гостеприимные. Обязательно по азербайджанским традициям в любом доме накроют стол, поставят чай. Сама фамилия Муртаза Мухтарова, она на слуху. Очень много людей, которые знают его, почитают. Мы сейчас направляемся как раз в сторону мечети. Его могила располагается прямо на входе в эту мечеть. Мечеть была построена в начале 20 века. Местные жители, амираджанцы, они собирались строить мечеть. И Мухтаров об этом узнал и стал главным инвестором этого проекта.
мечеть до революции, она функционировала, но после революции, как и многие мечети, эта мечеть была отдана под цех. Здесь располагался долгое время ткацкий цех, и в 1989 году эта мечеть была заново открыта для прихожан. Как бакинец я вам могу сказать, что история Муртузы Мухтарова, она известна любому бакинцу. Муртуза Мухтаров – это человек, который сделал себя сам. Он начинал с самых низов, обычным рабочим, у него была деловая сноровка, плюс у него был такой ум инженерный. Он запатентовал одно или даже несколько устройств, которые, в общем-то, помогли извлекать нефть, в общем, гораздо быстрее и эффективнее. Известна великая история, ставшая легендой, можно сказать, о большой великой любви азербайджанского промышленника Мухтарова и дочери генерала Туганова Елизаветы. Мухтаров, он был незауряднейшей личностью. Это был человек, который мог найти общий язык с кем угодно, где угодно, когда угодно. У него были связи и друзья во всех сферах, начиная от бакинских гочо и черкесских или чеченских или вообще северокавказских абреков, кончая министрами, камергерами царского двора. И когда он приехал по Владикавказ по каким-то своим делам и в дворянском собрании увидел Лизу Туганову, он в нее влюбился как 16-летний юноша. И, естественно, через своих друзей, там, высокопоставленных, потому что генерал Туганов был не лыком шит, как говорится. Самый первый остинский генерал, увешанный всеми возможными орденами, неоднократно одариваемый золотым оружием. И он сказал, а кто он такой? Он говорит, он миллионер, на сегодняшний день миллиардер, промышленник такой-то. Дело в том, что у Муртузы Мухтарова было еще звание коммерции советника. И он сказал, раз он такой хороший промышленник и такой весь из себя, про Мухтарова, пусть он построит мечеть, как в Стамбуле, Аль-София. Мухтарову это передали, он говорит, не проблема, просто нужна территория, говорит, а в Владикавказе такой территории, чтобы туда поместилась мечеть, как Аль-София, ее нету. Можно немножко другого размера и немножко другую мечеть сделать. Он говорит, хорошо. И за очень короткий период была построена известная суннитская Владикавказская мечеть с золотыми куполами. Чуть ли не 700 килограмм сусального золота, говорят, пошло на обивку этого купола. После этого генерал капитулировал и выдал дочь за Муртузабека. Это была великая любовь. Когда они поехали в путешествие свадебное, они увидели один из замков венецианских дожей. И Лиза Туганова сказала, что какое красивое здание. Этого было достаточно. Зайдя в одном из портов, Муртузабек отправил телеграмму своим бизнес-партнерам. Тут же моментально были найдены чертежи. И к их приезду стоял замок. Теперь это у нас он называется дворец бракосочетания. Лиза Туганова была очень известной личностью. Она входила в элиту интеллектуального бакинского мусульманского общества, возглавляла общество помощи детям мусульманских семей, и очень многие в то время получили образование благодаря ее деятельности. Муртуза Мухтаров обратился ко всем кавказцам. Кто хочет бесплатно учиться, может прийти поступать сюда в университет.
Он давал стипендию, оплачивал университет. Мой отец, Сафар Михайлович Туаев, приехал сюда, стал врачом, приглашал своих братьев. Их было 9 братьев и 2 сестры. Кто математиком стал, кто там биологом стал, кто медиком. Азербайджан дал нам все. К нам прекрасно относились. Я родился в 1935 году. Был 3-м ребенком. Закончил политехнический институт, архитектурное отделение. По распределу попал в Нальчик. В Нальчике несколько объектов я сделал. После того, как меня перераспределили из Нальчика, через Госплан Азербайджана меня направили вот на стройку и пригласили меня директором проектной организации. И создал проектный институт с большим трудом. И собрал контингент людей. Всех одел я их в зеленые халаты. У меня были самые лучшие специалисты. Молодежь, очень талантливая, я их отбирал всех. Как Ленин говорит, отбор и расстановка кадров и проверка их исполнения. Всегда честно осетины работали, как дружно все, как помогали всегда. Один звонок. Добрый. Как у вас дела? Позитивная энергия – это уже хорошо. Как это отразится на вашем бизнесе? Я помогаю людям развиваться. Я бизнес-тренер и коуч. Я работаю очень много с банками, со страховыми компаниями. В основном лидеры – это руководители. И есть всегда вещи, которые, если они будут делать немного по-другому, то они будут более эффективны, будут больше приносить пользу своим компаниям, больше зарабатывать денег, больше вдохновлять людей. Я на 75% осетин. Моя мама Абисалова, у моего папы мама Каражаева. То есть мой папа наполовину осетин, а мама полностью осетинка. То есть я на 75% осетин. Ну, я родился, вырос в Баку. Баку – это мой дом. Какую-то часть небольшую своей жизни я жил в Соединенных Штатах Америки. И принял решение вернуться. Подумал, что я, наверное, здесь буду более полезен, чем в Соединенных Штатах. Хотя мне там было очень комфортно, я получил высшее образование в Соединенных Штатах Америки. Приехал обратно в 2003 году, ни на секунду не пожалел. Я горжусь тем, что я вернулся, и у меня есть возможность служить Азербайджану, приносить пользу бизнесу, людям, обществу. Поэтому я очень рад, что это произошло. Потом мне нравится создавать. Мой отец, он был строитель, создавал очень красивые здания, объекты. Но я не в том масштабе, я пытаюсь создавать по-своему. Я считаю, что человек должен получать удовольствие от того, что он живет, от того, что он трудится, творит. У человека должно быть как можно более четкое понимание того, к чему он вообще стремится и что он хочет от жизни. Да? Естественно, идеального ничего не будет, но стремиться к этому, я думаю, стоит. Мы сейчас находимся на станции метро Улдус. Одним из архитекторов этой станции был двоюродный брат моей мамы, Кануков Эльдар Ибрагимович. Там было 2 архитектора, один из них он. Дядя мой также был архитектором разных совершенно объектов. Проектировал мавзолей в Шуше, которая была возвращена. Она долгое время в Шуша была под оккупацией. Сейчас Шушу вернули. И на этой территории мавзолей Вагифа, который также архитектором был мой дядя.
Относительно осетинской диаспоры здесь, конечно же, это образованнейшие люди. И мне было очень интересно в книге прочитать, что первая волна осетин, она в Азербайджане появилась, в принципе, потому что в Азербайджане были очень хорошие образовательные учреждения, это были студенты. Образование огромнейшее значение имеет для всей диаспоры. И Баку, если взять осетин, это очень интеллигентные, образованные люди, однозначно. Я горжусь тем, что это так. Понятие просветитель, я впервые это слово слышала в доме. И это всегда было про моего прадеда в Саукудзе, Хостова. Я сама его уже не застала, но все, что я знаю, это я знаю со слов бабушки, конечно, которая до последнего своего часа вспоминала своего папу. Вот она, когда уже уходила, умирала, и мама ей сказала, говорит, он хороший был, она сказала, лучше всех. Это было последнее, что она сказала, и ее не стало. Поэтому его как бы образ в семье, в доме, он как-то витал, присутствовал. Был человек необыкновенной интеллигентности, аристократизма. Из его всех детей до взрослого возраста дожили только двое. Это моя бабушка и Мурат, ее старший брат. Но в доме у них росло порядка 10 детей, потому что прадед, он вот всех осиротевших, так сказать, известных ему родственников, там, не родственников, вот он их всех собирал, чтобы вырастить и выучить. Был очень прогрессивный для своего времени. Была такая тоже моя двоюродная бабушка, Хостова Нанита. Ну, Нанита ее так называли. Ее настоящее имя было Ираднали. Ираднали, если я не ошибаюсь, в переводе означает «нет Колыма». Прадед был категорически против всех этих, как он тогда он считал это все пережитку. И когда родилась вот эта девочка, он ей дал имя Ираднали. То есть вот в этом уже была его социальная позиция. Образованию он придавал необыкновенное значение. Наизусть он знал всего Лермонтова. Он уже даже, когда моя мама появилась, его внучка, она была еще совсем крошкой, он ей читал наизусть практически все поэмы Лермонтова, и Мцыри, и все стихи. Он работал, путешествовал, публиковался. Собственно, это было его, скорее всего, призвание всей его жизни. Это была цель его жизни. Вот нести этот дух просвещения, знания, образования, понимания того, что через это лежит путь к новой жизни. Начиналось все, что касается детей, с нарских сказаний. До букваря первая твоя книга была нарскими сказаниями. И у нас дома тоже сказания, которые я неоднократно копировал, распространял. Детям нравилось. Если сейчас моих детей спросить, с чего рода за раса, ответить, что из Донбетлов. Даже мое воспитание базовое, оно тоже было вот как принято в осетинских домах. Норма, когда кому-то плохо, все должны вскочить, бежать, и кто что может помогать тому, кому плохо. У нас вообще в доме о деньгах было не принято говорить. Ахце, если не ошибаюсь, да, деньги. Вот это слово, оно было какое-то не очень приличное. Оно произносилось почему-то с каким-то налетом осуждения. Моя мама рассказывала, говорит, я на свою маму на всю жизнь обиделась. У меня, говорит, было потрясающее красивое платье. И была Фатима Хостова, тоже из воспитанников Саукудзе. И как-то Фатима, уже взрослая, пришла к нам, открыла шкаф. Это тоже было нормально, прийти к родственнику, распахнуть самому шкаф, холодильник, все нормально. Открыла шкаф, увидела платье, говорит, ой, какое красивое платье. Бабушка его тут же сдернула и сказала, на, возьми, забери. Мама приходит, любимого платья нету. Но я на этом выросла. Я свою родную бабушку, что она моя родная, я как-то потом уже стала понимать. Ее сестер называли моими бабушками. Вот у меня их было 7. Я их так и воспринимала. 2 мамы, 7 бабушек, ну все нормально.
Уже по прошествии времени уже как бы стало понятно, кто кому кем приходится. Мы росли, были в полной уверенности, что в осетинском языке нет дурных слов. Или кислых слов, как их называли старшие. Но самое страшное ругательство это было хараджи казил. За такое оскорбление кровная месть могла начаться, нам так объясняли. Нас учили так, что если ты осетин, ты уже должен быть приличным человеком. Жить порядочной жизнью, помнить о традициях, чтить память предков, уважать старших, потому что нас не так много, и если что-нибудь не то кто-то из нас сделает, то это уже пятно ложится на всех представителей нашего не очень многочисленного народа. Улица Хагани – это одна из центральных улиц нашего города. На 3-м этаже этого дома жила когда-то Вероника Дударова. И когда она уехала, она свою большую квартиру, там 5 больших комнат, передала нескольким семьям, которые тоже стали там жить. В основном это были осетины. Я здесь в этом доме бывал маленьким ребенком несколько раз. Очень смутно все помню. Но, тем не менее, когда я зашел, такие ощущения, что зашел куда-то в знакомое место. Помню, что моя бабушка, она очень хорошо шила. И когда я к ней приходил, просил там что-то сшить, там зашить, что-то починить. Очень смутные воспоминания. Слышал от мамы своей, в 24 году мамин дед Кантемиров Тимбулат приехал в Азербайджан, и проезжали они через город Куба. Ну, в Кубе дедушка пообщался с местным населением и сказал всей семье, что здесь живут хорошие люди, может быть, мы здесь останемся. И они поселились в городе Куба. Потом уже часть семьи нашей переехала в город Баку. Сестра моего дедушки, она здесь жила, моя мама тоже здесь жила. Весь 3-й этаж этого дома занимали вот эти семьи осетинские, которые там жили. Жили вместе, дружно. Мама мне рассказывала историю, как-то она была дома, в дверь постучали, мама открывает дверь, и стоит Вероника Дударова и сказала: ой, я хотела бы посмотреть свою комнату. Естественно, мама не знала, где ее комната. И так получилось, что прошла она именно в ту комнату, где моя мама жила. Вот. И вот мама до сих пор эту историю рассказывает.
Я, знаете, сама научный сотрудник. Я работала в начале 18 лет в Институте охраны материнства и детства, а потом я перешла по конкурсу Института совершенствования врачей. Врачам преподавала, всем педиатрам. И там я 48 лет работала. У меня как-то больной был, пришел такой великовозрастный в папахе, летом в меховой папахе. По-азербайджански он говорит, что доктор, баксердан бахрам, не миллетсиз. Я на вас с утра смотрю, вы какой национальности? Русская, не русская. Я говорю, у меня папа азербайджанец из Шуши, а мама осетинка. Как это я сказала, он подпрыгнул. Я говорю, что такое? Он говорит, я был в Осетии, в армии. И говорит, какая нация? Какие люди? Я таких людей не встречал. Маленькая нация, но, говорит, очень хорошая нация. Он сбросил локацию. Товарищи, внимание. Да, едем, видим, Смотрите, все видим. есть мост с указателем. Здесь несколько мостов, самый большой мост. Прямо едешь. Ну, слава богу, уже пробок нет. Это к моему сыну мы едем. Он художник неоновой живописи. Когда мы поездом раньше ездили, в былые времена, там, когда приближаешься к Беслану, там разъезд Шанаевых. Это был дом моей мамы. Их было 6 сестер, и вот 6-ю хотели они мальчика. Мальчика, значит, не получилось. Опять девочка, и она умерла от кровотечения, мама. И вот отца убили на охоте буквально через 5-6 месяцев. Не знаю, случайно убили или как. И вот они 6 сестер остались. Старшей сестре Даухам было 18 лет. И вот она управляла этим домом, маленькая хозяйка большого дома. Так что моя мамочка ни отца, ни мать не видела. Ты мой хороший, ты мой хороший, ты мой хороший. Свои. Я неоновый художник Фарид Аликперов. Это первый в мире музей неонового искусства. Я хотел показать вам картину. Это Кармадон. Это мои воспоминания детства. Я оставался там, когда мне было 5 лет. Вот такой вид у картины при ультрафиолете. Если мы ультрафиолет уберем, выключим, то она светится сама. Это люминофорная краска. Она заряжается и светится в темноте. И вот такой вид при обычном свете. Когда осетинская музыка играет, например, там по Ютубу я ловлю все это, вы знаете, у меня дрожь по телу. Ой, как будто вы мне полмира подарили. Я говорю, ой. Я говорю, махнуть, что ли, в Осетию через Грозный?
государственные архивы и семейные архивы. Огромное спасибо вам за такую книгу. Память о людях, которые здесь проживали. Меня зовут Туаев Джамбулат, живу в Баку с самого рождения. Меня зовут Диляра Джафарова, я внучка Азы Цаликовой. Меня зовут Любовь Гогичаева. Меня зовут Анар Бекиров, я живу в Баку. Моя бабушка Кубатиева Тамара, ее сестра Кубатиева Фуза. Меня зовут Елена Карданова. Я родилась и выросла в Баку. Меня зовут Джамиля Ализаде, я внучка Азы Цаликовой. Меня зовут Фатима Хаджимаровна Цаликова. Меня зовут Лия Кубатиева, я живу в Баку. Я Ликперова Гюляра Гасановна. Моя мама Шанаева Рахима. Меня зовут Динара Сейдалиева, я внучка Тамары Цаликовой, я живу в Баку. Меня зовут Нурия Ализаде, я правнучка Азы Цаликовой. Я уроженка Баку. Меня зовут Эльмира. Меня с соседями очень много что связывает. Во-первых, моя бабушка Дзотикова Губата. Я дочка Азы Цаликовой, внучка Бацко Цаликова. Меня зовут Тамерлан Цалик, я живу в Баку и очень счастлив. Моя мама Астинка Цаликова Тамара Бацкоевна. Меня зовут Татьяна Костова. Я живу в городе Баку. Меня зовут Суада Сейдалиева, я внучка Тамары Цаликовой, мы живем в Баку. Я Караева Гульнара. Я являюсь внучкой Кубатиева Бекмурзы Габоевича. Моя мама из знаменитого осетинского рода Кантемирова. Я очень горда тем, что я все-таки осетинка.